ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 12 пополудни, Дом молодежи. Стартует пленум городского совета ветеранов. После нескольких организационных вопросов перед собравшимися выступает мэр города. Он рассказывает о текущей ситуации в городе, а затем время ответов на вопросы. Например, что с общественным транспортом? Например, маршрутом номер 10. Сегодня говорят, не будет десятки. У нас нет павильона. Там, где десятка, по-моему, единственного в городе нет павильона. Естественно, нет никакого расписания, ни интервалов, ничего. Мы приходим в любую погоду, постояли, нет, и пошли. И вот и сегодня я пришел вовремя, постоял, а потом пошел в СОК или в Печору. Как заверил мэр, 10-й маршрут не упразднят. Впрочем, транспортная проблема актуальна и в целом. Недавно город взбудоражили слухи о замене «Газелей». Перевозчики, например, не уверены, что потянут, да и решит ли это проблемы, непонятно. Тендер уже объявлен и даже определен победитель. Разыгрывали аукцион на 4 года. Почему на 4 года? Потому что для того, чтобы заменить сегодня эти автобусы, все равно нужны какие-то средства. Естественно, у перевозчиков этих денег сегодня сразу вытащить их нет. Мы пошли на эти условия с тем, что они сегодня могут взять в лизинг эту технику. В течение 4 лет они понимают, что они на этом маршруте, они здесь работают. В течение 4 лет за ними гарантированно есть работа, и они, чтобы могли эти свои лизинговые платежи заплатить. Также прозвучало, что на каждом маршруте планируется ввести один низкопольный автобус для людей, кому сложно подниматься. По какому расписанию такие автобусы будут ходить и как один такой автомобиль на каждом маршруте решит проблему доступности, не уточняется. Далее прозвучал еще один болезненный вопрос последнего времени – переселение из ветхого и аварийного жилья. То, что предлагается пожилым людям, прожившим всю жизнь в старой части города, в центре города, где рядом и поликлиника, и автовокзал, и все что угодно, и бассейны, и парки, все здесь рядышком. То, что предлагают на Ветлосяне, на ОРМЗ и поселке Дальнем, простите, ни в какие рамки не входит. Это получается, что людей выселяют в бараки. Только что был вопрос о том, что с транспортом тоже не все благополучно. Как вот с этим быть? Мэр заметил, что по первому и второму этапам переселения в поселок Дальний Шудаяк вопросов и у него более чем достаточно. Участки в черте города в районе нового микрорайона около Объездной зависли, и стройка там не ведется. Но сроки программы переселения соблюдать надо, а значит, делаем как доступно. Нашли, как бы там ни было, вот этот Ветлосян, о котором мы говорим, Клубная 9. Многие вопросы возникали там. Мы, прежде чем пойти туда, смотрели тоже вот там дом, мол, раньше там строился, он там в каком-то состоянии, все это дело, много было разговоров. Мы посмотрели, прежде чем войти туда, экспертизу полностью всего этого дома. Да, действительно, этот дом полностью прошло экспертизу. Фундаменты, капитальные стены, перегородки, я имею в виду межпотолочные перегородки, крыша, все соответствует нормативам. Резюме. Ветлосян – черта города. Переселение возможно. Точка. Кроме этих вопросов, прозвучали многие другие. Благоустройство, озеленение, поселок Водный вообще собрал 12 проблемных тем, в том числе котельная. На многие вопросы мэр ответил на месте. Адресные обращения будут рассмотрены предметно в каждом случае. Пленум Совета ветеранов завершился вручением наград и небольшим концертом.